Как обычно, в это время мы рассказываем о главных событиях в стране и мире. Добрый вечер. В студии Оскар Мендебаев и коротко о главных событиях дня. Старт избирательной кампании. Уже завтра начнется выдвижение кандидатов в президенты. Какие требования к ним предъявляются? Сколько средств выделят на агиткампанию? Проходим ее обсуждение в размере 20,5 миллиардов. И будет ли в бюллетенях графа «против всех»? Казахстан вышел на второе место по уровню инфляции. В каком рейтинге? Девальвация рубля, то следом будет ослабляться и тенге. Что говорят представители крупного бизнеса? Каковы прогнозы? Пробки на границе с Россией. Действительно ли граждане соседней страны массово едут в Казахстан? Из-за чего образовался затор и при каких условиях россияне могут получить в нашей стране вид на жительство? Не по-людски. Костанайцы пожаловались на хамское отношение со стороны водителей. Какое унижение терпят люди, прикованные к инвалидным коляскам. Закрыл двери и поехал. И когда будут автобусы оснащены пандусами? В Казахстане уже завтра стартует выдвижение кандидатов в президенты страны. На это участникам электорального процесса дается 19 дней. То есть завершится этот период 11 октября. Ну а до 21 октября кандидаты должны пройти регистрацию. О ходе предвыборной кампании и процессе голосования сегодня рассказали в Центральной избирательной комиссии. Динара Нургалиева знает все подробности. Здравствуйте, Динара. И какие требования предъявляются к кандидатам в президенты? Здравствуйте, Оскар. Согласно конституционному закону о выборах, это должен быть гражданин Казахстана по рождению, последние 15 лет проживающий в стране, не моложе 40 лет. При этом он должен свободно владеть государственным языком, иметь высшее образование и опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет. Право выдвижения кандидатов, согласно конституционного закона о выборах, принадлежит республиканским общественным объединениям в установленном порядке. В выборах в этом году смогут принимать участие около 12 миллионов избирателей. Согласно плану Центральной избирательной комиссии, регистрация кандидатов пройдет до 21 октября. После сразу начнется предварительная агитация кандидатов в президенты, то есть с 21 октября по 18 ноября. Ну а сами выборы состоятся 20 ноября. Размер избирательного взноса на сегодняшний день составляет 3 миллиона тенге, это 50 минимальных заработных плат, которые, как известно, 60 тысяч тенге на данный момент. Поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере предоставляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы. Динара, а будет ли на этот раз в бюллетенях графа «против всех»? Все верно, Оскар. На этих внеочередных выборах впервые в истории появится графа «против всех». Как пояснили в Центральной избирательной комиссии, эта графа предусмотрена законом, то есть если граждане не выбирают ни одного кандидата, они вправе проголосовать против всех. Также стала известна примерная сумма расходов на предстоящие выборы. Сейчас проходим ее обсуждение в размере 20,5 миллиардов. В связи с чем не 20 миллиардов, а 20,5. Мы запросили также определенную сумму на приобретение избирательных урн. В 2019 году стоимость изготовления одного бюллетеня была 11 тенге. В наших расчетных показателях, которые мы сейчас защищаем в Минфине, стоимость выросла до 22 тенге. При этом мы еще параллельно планируем изготовление трафарета со шрифтом Брайля, который будет лежать на каждом участке избирательном для соответствующей категории лиц. 80% от этой суммы потратят на зарплаты членов избирательной комиссии. В этом году к электоральному процессу планируют привлечь свыше 70 тысяч человек. Оскар. Спасибо, Динара. Мы продолжаем.
Государственный советник Казахстана Ерлан Карин дал разъяснение по поводу даты предстоящих внеочередных президентских выборов. Он отметил, что времени с момента объявления до подписания указа было достаточно не только для обсуждения, но и для предварительной подготовки потенциальных участников. По закону выборы проводятся в течение 2 месяцев со дня их назначения. На этот раз фактически вся кампания продлится 3 месяца. Тем временем казахстанцы рассказывают о своих ожиданиях. Я считаю, что вы все знаете, прошел референдум, которым обновилась наша Конституция на 30%. Это является продолжением всех этих реформ. И недавно Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил о том, что пройдут президентские выборы 20 ноября. Я полностью считаю политику президента правильной, так как наша страна не должна оставаться в связи с геополитическими событиями в стороне и идти вперед к реформам, к новшествам, так как благодаря этому мы можем развивать наш Казахстан. Ну а кто будет тогда голосовать за них, если не народ? Надо, конечно, надо. Если мы будем активны в этом плане, у нас дела как-то лучше пойдут, правильно? Мы должны как бы в стороне не находиться. Дела пойдут лучше, должны. добавят и все. Да. Нам больше что богатые. Все равно человек надеждой живет, правильно? Все равно нам надеяться на лучшее. Во-первых, позиция наша это одно, во-вторых, поддержка президента должна быть всегда. Мы его народ, он наш избранник. Жду улучшения соцобеспечения, медицинского, школьного образования, поднятия зарплат. Вообще для меня это будут мои первые выборы. Я думаю, что молодежь должна участвовать. Да и в принципе за 30 лет мы видели только 2 президентов. И нужно, наверное, отходить от суперпрезидентской системы правления. Поэтому да, я приду на выборы и думаю, что в целом это нужно нашей стране. Казахстан оказался на 2-м месте по уровню инфляции среди стран Евразийского экономического союза. За прошлый месяц инфляция в стране достигла 16%. Больше только в Беларуси – 18%. Каковы дальнейшие прогнозы и как бороться с ростом цен, рассуждали сегодня представители бизнес-элиты Казахстана. Сильнее всего в Казахстане подорожали продукты питания и безалкогольные напитки. Буквально за месяц они подскочили в цене в среднем на 21%. Как отмечают эксперты, рост связан с действием антироссийских санкций. И после объявленной в России частичной мобилизации вполне возможна девальвация рубля. Если будет девальвация рубля, то следом будет ослабляться и тенге. Но для того, чтобы тенге был надежной валютой, нужно, чтобы экономика росла. За август почти на 12% подорожали одежда и обувь. Уровень инфляции в среднем составляет 16%. Разгон цен наблюдается по всему миру, и предпосылок для снижения нет. Как заявили бизнесмены, они готовы налаживать внутреннее производство и экспорт, если государство создаст более благоприятный бизнес-климат. Эти меры помогут сдерживать инфляцию и даже снижать. И она очевидна, ее не надо бояться. То есть, да, если там, ну, как любая хорошая болезнь, для начала хорошая диагностика, и потом понимаешь, что процесс лечения займет какое-то время, будет обязательно плохо, ты пройдешь через все эти стадии, да, тяжести болезни, но в конце ты знаешь, что вылечить можно. Так как Казахстан импортозависимая страна, инфляция прямым образом связана с валютным курсом. Сегодня тенге торгуется на уровне 481 тенге за $1. То есть наша валюта ослабла сразу на 4 тенге со вчерашнего дня. За 1 евро просит 478 тенге, и рубль стоит 8 тенге. Иляман Раимбеков, Туман Сулейменов, Информбюро, Алматы. В социальных сетях активно рассылают видео больших очередей на границе Казахстана с Россией. Люди связывают это с объявленной в соседней стране частичной мобилизацией. Однако пограничники Западно-Казахстанской области заявляют, что ажиотажа нет. Но все же есть небольшой наплыв россиян. Жанар Асылханова с подробностями. Пограничники Западного Казахстана отмечают небольшой наплыв россиян со вчерашнего вечера, но ажиотажа нет. Очереди на границе с Самарской областью, по их данным, появились давно, с тех пор, как россияне начали ремонтировать дорогу. О том, что пересекших границу стало больше, говорят администраторы местных гостиниц. У них практически не осталось свободных номеров.
В телефонном разговоре в одной из них нам предложили только президентский номер за 64 тысячи в день. Предприниматели говорят, среди гостей россияне приграничных областей. Люди не скрывают, что выбирают Уральск, так как город находится рядом. Некоторые связываются со знакомыми в нашей стране и интересуются арендой квартир. Одна знакомая семья, наши бывшие земляки, которые сейчас проживают в Новосибирской области, они обратились ко мне с просьбой найти какие-то варианты по съему квартиры в Усть-Каменогорске по аренде. Я скинул пару ссылок. Я не знаю, получилось ли у них что-то найти, получилось ли у них выехать с Российской Федерации. Но чисто по-человечески я надеюсь, что у них все сложилось в итоге удачно. На вокзалах приезжающих не так уж много. Между тем, во всех регионах наблюдается рост стоимости съемного жилья. Так, в Усть-Каменогорске аренда двухкомнатной доходит до 350 тысяч тенге. Ранее сдавали за 100 тысяч. С хорошим дизайнерским ремонтом стоит в пределах 600 тысяч тенге. В Алматы двух-трехкомнатные стоят от 300 и выше. Эксперты говорят, это реакция рынка. Но так как цены слишком завышены, скорее всего, они откатятся назад. Есть и плюсы в такой ситуации. Что касается бизнеса, туристическая отрасль, это опять же и гостиницы, и общепит, и развлекательная часть, торговые центры. Это будет, конечно, плюс, потому что россияне будут оставлять деньги. Приезжая в Казахстан, торговля, бренды, которые есть в Казахстане, конечно же, опять получат плюс. Граждане России выстроились в очереди на финско-российской границе. Через восточную часть Финляндии прибыло более 4 тысяч россиян, но это меньше, чем в выходные дни. Также россияне отправляются в Грузию. Выехать же экстренно из России без заграничного паспорта и визы можно в Армению, Белоруссию, Киргизию, Казахстан. В нашей стране они могут пребывать 30 дней без регистрации и плюс 2 месяца с регистрацией по месту жительства. Жанна Раслаханова, Руслан Ахматалиев, Информбюро. Получить вид на жительство в Казахстане россиянам не так просто. Как работает законодательство, разъяснил сегодня спикер Сената парламента Маулен Ашимбаев. По его словам, Казахстан не вправе ограничивать въезд для граждан России, но в нашей стране действуют строгие требования. Для получения вида на жительство существуют особые условия, установленные миграционным законодательством, подчеркнул спикер Сената. Требуется согласие государства, из которого человек выехал. В данном случае властей России. Мигрант должен предоставить листок убытия с подписями и печатями. То есть, если Россия не дает своему гражданину официальное разрешение покинуть страну, получить вид на жительство в Казахстане невозможно. Ашимбаев отметил, что не стоит нагнетать и драматизировать ситуацию. Если какой-то гражданин какой-то другой страны, которому государство не дает разрешения выезжать, но он каким-то образом выехал, но у него нет согласия этого государства, Казахстан не может дать ему вид на жительство. В России на протестах против мобилизации задержали порядка 1500 человек. Такие данные опубликовали сегодня правозащитники. 2/3 задержанных в Москве и Санкт-Петербурге. В общей сложности протесты прошли в 39 городах. Задержанным мужчинам прямо в автозаках и отделениях полиции вручали повестки в военкоматы. Протестующим грозят штрафы и аресты до 15 суток. На одного из активистов завели уголовное дело. А в Чеченской республике силовики сорвали марш протеста матерей. Несколько женщин задержали. Напомним, накануне Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В ряде субъектов Федерации уже запретили военным запасам покидать регион, а владельцев предприятий обязали составить списки подлежащих мобилизации сотрудников. Конечно, страшно. Не верилось, что до мобилизации дойдет. Не думаю, что много россиян рвутся на фронт. Вы смотрите «Информбюро», мы продолжаем выпуск. Жители одного из крупных жилых массивов Шымкента просят местные власти обеспечить их качественной электроэнергией. Сейчас они пользуются частными сетями и, по словам горожан, свет отключают каждый день. Проблему не могут решить много лет. Местные жители уверяют, впереди холодные дни. Большинство обогревают дома своими печками, которые работают от электроэнергии. Анастасия Новикова с подробностями.
Жители крупного жилого массива Шымкента просят обеспечить их светом. Они пользуются услугами частных трансформаторов. Рассказывают, к одному такому можно присоединить только 50 абонентов, но подключаются до 200. Электропровода свисают, столбы давно покосились. А напряжение такое, жалуются кайнар-булаковцы, что даже телевизор не тянет. У нас ломается вся техника. Свет каждый день отключают. Вчера его не было и сегодня. У нас дети, внуки. Нам обидно за то, как они делают уроки в темноте при свечах. Мы платим дорого – 31 тенге за киловатт. Еще платим за потерю электричества. В акимате обещали свет. Все-таки осталось на словах. Света нет, уроки сложно делать. Аким Мырза, дайте нам свет. Частной электроэнергией пользуется порядка 5000 абонентов жилого массива. Хотя в 2014 году Кайнар-Булак присоединили к Шымкенту, но горожанами люди себя не чувствуют. Говорят, к местным властям обращались не раз, но проблему так и не решили. Мы очень зависимы от света. Даже воду качаем при помощи электричества. А зимой печь топим. Свет нужен. У меня дочь зимой, когда едет на учебу, греется в автобусе, так как у нас дома холодно. Я сама недавно операцию перенесла. Мне болеть нельзя. Проектно-сметную документацию на проведение электричества в жилой массив Кайнар-Булак разработали еще в 2019 году. Стоимость проекта 2,6 миллиарда тенге. В прошлом году даже нашлись подрядчики, которые начали проводить электричество в районе и установили столбы, которые, правда, уже покосились. Вот только, говорят, в акимате аудит затем нашел в работе компании недочеты. Начались судебные тяжбы, работу остановили. И только в этом месяце провели второй тендер. Есть определенные процедуры, которые должны пройти. Это займет 75 дней. Тогда определят подрядчика, и они приступят к работам. В августе 2023 года мы подключим свет в жилом массиве. Вот только работать зимой подрядчики уже не смогут. Придется ждать наступления тепла, то есть следующего года. Жители жилого массива Кайнар-Булак возмущены, что и нынешнюю зиму им придется мерзнуть в своих домах. Анастасия Новикова, Дарнабдиев, Абзал Турабеков, Информбюро Шымкент. В Актубе построенный буквально 2 года назад мост закрыли на ремонт. Бюджету он обошелся в 1 миллиард тенге. Но, как выяснилось, сделали его некачественно. Плачевное состояние дорожного покрытия вызывает множество нареканий у автовладельцев. За чей счет теперь будут ремонтировать проблемный участок, узнавала Лейла Ауэсова. Сегодня утром движение на мосту через реку Илек перекрыли. Водителям пришлось перестраивать маршрут и ехать в объезд. Дорогу будут ремонтировать до 25 сентября. На недобросовестного подрядчика акимат уже подал в суд, но пока идут судебные разбирательства, дорогу будет ремонтировать другая компания. Это новый мост. Его открыли всего 2 года назад. Он расположен на южном кольце Актубе и соединяет трассы с международным транспортным коридором Западная Европа, Западный Китай. Кроме транзитных машин, через путепровод ездят и жители близлежащих жилых массивов. Машина часто ломается, потому что вся дорога в ямах. Там везде арматура торчит, приходится сбавлять скорость. Кто так делает дорогу? Надо наказать виновных. Каждый день ездим по этому мосту. Это же издевательство. Неужели нельзя было качественно построить? Из-за этих ям и выбоин на встречную полосу выезжают. Так можно и в аварию попасть. Еще и освещения ночью нет. Сейчас местный акимат судится с недобросовестным подрядчиком, который должен устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств. Однако генподрядчик ссылается на своего субподрядчика, которого прокуроры уже штрафовали за незаконную добычу песка для дорожных работ. Пока идут разбирательства, провести ямочный ремонт согласилась атырауская компания. С учетом происходящей ситуации с генеральной подрядной организацией ТО КТП, как я вам сказал, сейчас мы подали исковое заявление по признанию недобросовестным и принятию обязательств по исполнению на него принятых обязательств, то есть выполнению всех работ. Мост через реку Илек – часть большого проекта «Южный обход» стоимостью 7 миллиардов тенге. Строительство объездной дороги затянулось на 5 лет. Сначала из-за проблем с финансированием, а затем неосвоением средств подрядчикам. Открыть трассу обещают в конце октября, а пока на мосту латают ямы. Капремонт, по словам чиновников, придется отложить до следующего лета. Лейла Осова, Жумат Худайбергенов, Информбюро, Актубе.
Кустанайцы пожаловались на хамское отношение со стороны водителей. Больше всего неудобств испытывают люди, прикованные к инвалидным коляскам. По их словам, многие водители закрывают перед ними двери, а в большинстве автобусов нет пандусов. Кустанаец Никита Журавлев рассказывает, что регулярно сталкивается с хамским отношением водителей автобусов. Каждая поездка для студента – настоящее испытание. Сбоку автобуса я подъехал, попросил его, чтобы он опустил мне пандус. Он сказал: мне нужно ехать, у меня нет времени. Закрыл двери и поехал. А потом вечером я встал на остановку, стоял, ждал. Новых автобусов с пандусами вообще не было. Постоянное противостояние пассажиров и водителей в Костанае достигло точки кипения. Жалуются почти все, но больше неудобств испытывают люди с инвалидностью. В городе всего 18% остановочных павильонов и 40% автобусов адаптированы для них. Оставляет желать лучшего и отношение водителей к пассажирам. Аким заявил, за это нужно увольнять. Если водитель грубо нарушает, смысла нет его перевоспитывать. Взрослый человек. Таких людей надо менять. Сами же перевозчики согласны, что ситуации бывают разные, но вот только разбрасываться сотрудниками не могут. На данный момент острый кадровый город водителей. Понимаете, кадровый город. И вот, даже вот я говорю, ты так и так вот нарушаешь ежемесячно. Вы знаете, что говорит? Не хочешь, не буду работать. Вы тоже должны понять нас. Ну, мы со своей стороны работаем. Перевозчики пообещали все замечания и критику принять во внимание, а вот предложение оснастить автобусы складными пандусами взяли, как говорится, на карандаш. Рассмотрят и возможность указывать в приложении СМС-бус тот транспорт, который адаптирован для колясочников, и проработать вопрос озвучки автобусных остановок для инвалидов по зрению. Нина Шаппо, Елена Досова, Информбюро, Костанай. В Алматы презентовали новую отечественную комедию «Женатый холостяк». Это дебютный фильм молодых режиссеров Нуржана Ерканулы и Медета Калибекова. В центре сюжета молодые люди, которые по халатности сотрудника ЦОНа стали супружеской парой. На кинопоказе побывал наш корреспондент Айгерим Туриман. Премьера новой картины состоялась в кинотеатре «Киноплекс». По красной дорожке прошлись известные казахстанские актеры, ведущие и блогеры. Сюжетная линия картины состоится на том, что по ошибке сотрудника ЦОНа холостой работник становится мужем молодой учительницы. Первой об ошибке узнала девушка, когда собралась замуж. Теперь ей предстоит найти своего мужа-незнакомца и расторгнуть брак. Главные роли сыграли Марьям Сатай, Еркебулан Токтаров и Артур Аскарулы. Играла главную героиню по имени Жибек. Она очень, во-первых, она учительница, поэтому она немного строгая, очень целеустремленная, такая с характером девушка, любит детей. Персонаж чем-то похож на меня в жизни, и поэтому, не знаю, наверное, мне было легко играть ее. Съемки дались очень легко, потому что команда была хорошая. Несмотря на то, что у Нуржана и Медета это режиссеры, дебют, они отработали на все 100%. Сработались с актерами. От зрителей, особенно от молодых зрителей, от тех, кто приехал учиться. Все идем в кино, будем смотреть вместе. Я планирую посетить все кинотеатры Алматы. Интересно, что создатели фильма вдохновились реальной историей из жизни. Она и легла в основу картины. Мы года 2 назад читали новости. И там была новость, что произошла ошибка, и бабушка не смогла доказать, что она живая на самом деле, ее приписали к мертвым. И вот этот бюрократизм, весь машина бюрократизма, которая там иногда совершаются какие-то ошибки. И мы решили сделать романтическую комедию на основе вот таких вот ошибок, электронное правительство, вот всего. Чем закончится искрометная история, зрители смогут увидеть на больших экранах в кинотеатрах «Киноплекс». Айгерим Туриман, Владислав Шишко, Информбюро.